Второй турнир по хоккею на Кубок президента Республики Саха-Якутия проходил на ледовой площадке Серебряного Бора с 26 мая. В течение недели на корте хоккейного клуба «Энергия» спорили 13 команд. Спортсмены из Читы, Хабаровска, Тынды, Ангарска, Якутска, Комсомольска-на-Амуре и поселка Серебряный Бор. Сдаваться не хотел никто. География игр стала заметно шире, спортсменов больше, игра зрелищнее. Это отметили многие. Но все-таки главное – это победа. Тем более, что ребята играли под девизом «Наши победы – великой победе». И если в младшей возрастной группе обладатель кубка вскоре был известен, это мальчишки команды «Энергия-95», тренер Константин Асеев, то в финальном поединке старшей группы хоккеисты из Ангарска и Серебряного Бора долго держали в напряжении всех болельщиков. В третьем периоде при счете 2-2 тренер «Энергии-94» Михаил Вышеславцев производит замену вратаря шестым полевым игроком. Одно мгновение, и Ермак отправил шайбу буквально в пустые ворота. Парад награждения состоялся в первый день лета. Кубок президента вручали в отсутствие целых двух президентов. Собственно, Якутии Вячеслава Штырова и Федерации хоккея города Нерюнгри Олега Тарасова. Отдуваться за обоих пришлось главному инженеру Нерюнгринской ГРЭС Алексею Старцеву и, конечно, спонсорам. Команды-призеры соревнований получили музыкальные центры, победители телевизора. Самые полезные и перспективные игроки турнира тоже были отмечены грамотами и подарками. Кроме того, все участники получили огромные торты. Это, видимо, для поддержания спортивной формы. Но на этом турнир не заканчивается. Впереди второй этап. На лед выйдут малыши 97-99 года рождения. Но можно сказать с уверенностью, борьба будет совсем не детская. Так что пожелаем всем и прежде всего ребятам «Энергии» удачи.